Доброе утро! Приветствую вас из Калифорнии. Я занимаюсь изучением ингушского языка на протяжении 45 лет и рада возможности выступить на этом симпозиуме. 6000 лет ингушской идентичности. На следующем слайде идет сравнение возраста ингушского с другими языками Европы. Европейские языки имеют глубокие корни, которые можно отследить на тысячелетия назад, благодаря различным источникам. Например, микенский диалект древнегреческого языка, возникший примерно 3400 лет назад, был одной из первых зафиксированных форм греческого языка. Латинский язык и языки Римской империи, такие как аквитанский, возраст и историческая продолжительность которых составляет не менее 2000 лет. Эти данные подкрепляются археологическими и историческими свидетельствами, такими как древние архитектурные памятники, эпиграфические надписи, археологические находки, исторические записи, ранняя литература, включая произведения таких авторов, как Гомер. Следующий слайд сравнивает возраст языковых семей. Европейские языки относятся к нескольким основным языковым семьям, каждая из которых имеет свои корни и историческое развитие. Индоевропейская языковая семья. Английский, шведский, французский и хорватский возникла примерно 6500 лет назад в географических районах, которые на данный момент расположены в области таких городов, как Киев и Казань. Семитская языковая семья. Мальтийский язык появилась около 6000 лет назад на Ближнем Востоке. Уральская языковая семья. Финский, эстонский и венгерский существуют уже около 4500 лет, изначально сформировалась в Западной Сибири. Но что можно сказать о Кавказе? В частности, об Ингушетии. Этот вопрос сегодня актуален, так как осведомленность в своем происхождении играет важную роль в формировании национальной и этнической идентичности европейцев. В регионе имеется значительное количество археологических данных, сохранившихся как нераскрытые до сих пор под землей и уже раскопанные. Однако эти данные исследованы сегодня не до конца. Существуют словари и грамматики для различных языков, включая ингушский. Заимствованные слова также предоставляют информацию о культурных контактах и историческом взаимодействии народов. Также имеются некоторые описания культурных кодов, собранных этнографами. Ингуши обладают обширными знаниями о происхождении своих родов и части своей ранней истории. Таким образом, об ингушском народе известно достаточно много. Но это лишь начало обширного исследования. И в дальнейшем необходимо его продолжать, чтобы лучше понять древнюю историю ингушей и их языковую семью, которой принадлежит их язык. Более того, необходимо определить новое направление для будущих исследований. Для того, чтобы изучить происхождение ингушей, а также определить наиболее ранние аспекты формирования современной ингушской идентичности, я буду опираться на данные исторической лингвистики и лингвистической географии. Сегодня нам известно несколько теорий относительно происхождения ингушей. Мы обладаем сведениями о языковой семье, к которой относится ингушский язык, а также сведениями о возрасте данной языковой семьи. Более того, наличествует информация и о языковых семьях, которые являются близкими ингушской языковой семье. Кроме того, имеется обширная база данных об археологии Кавказа, хотя далеко не все аспекты этой науки до конца исследованы. Также есть возможность установить происхождение некоторых нахско-дагестанских языков. На карте представлен общий обзор территории Кавказа. Нахско-дагестанская языковая семья распространена в восточной части региона, а ингушский примерно здесь, на Центральном Кавказе. Важную роль здесь играют горные хребты, которые связывали древний Ближний Восток с древними степями. Эти связи имели особое значение, и одним из главных вопросов моего исследования заключается в том, каким образом эти контакты осуществлялись через горы.
Здесь представлено генеалогическое древо ингушского языка, а также родственных ему языков бацбийского и чеченского и языки, которые находятся с ингушским в более отдаленном родстве. Все эти языки, их более 30, входят в языковую семью, которой, возможно, около 6000 лет. На данном слайде звездочками отмечены языки, в которых так называемые диалекты на самом деле являются языками других народов. Ингушское древо указано как прямая линия не менее 6000 лет, родственные языки около 6000 лет. Пунктиром показаны альтернативные варианты появления языков. Итак, насколько далеко можно проследить вероятные истоки данной языковой семьи, считается, что все языки, входящие в нее, объединяет один общий проязык. В эпоху мезолита, еще до появления сельского хозяйства и одомашнивания животных, существовали охотничьи культуры, среди которых известна чохская культура, названная в честь поселения Чох, расположенного на территории современного Дагестана, где ныне говорят на аварском языке. Поселение Чох является одним из первых мест, где археологи обнаружили появление одомашненных растений и животных. Такое открытие позволяет ученым утверждать, что именно здесь люди, примерно 8000 лет назад или даже раньше, стали впервые заниматься сельским хозяйством в Европе. Здесь находится важный археологический объект бронзового века, современный Великент, а также исторически значимое место Дербент. Если внимательно рассмотреть карту, можно заметить, что здесь находятся горы, а вдоль них простирается прибрежная равнина. Она сужается там, где высота гор уменьшается по мере приближения к океану в районе Дербента, а затем снова расширяется. Эта прибрежная равнина представляет собой главный связующий мост между северными степными культурами и Древним Ближним Востоком на юге. Здесь представлены две значимые культуры, которые вели сельскохозяйственную деятельность, и культура бронзового века. Майкопская культура, Западный Кавказ, была известна своим богатством благодаря активной торговле металлами на территории современной Ингушетии. Кура-аракская культура находилась в юго-восточной части, включая обширные территории ингушей, других нагских народов, а также дагестанских народов. На карте видно, что обе культуры представлены на территории Ингушетии. Данные культуры охватывали на тот момент обширные территории. Кура-аракская культура занимала очень большую территорию в сравнении с теми местами, где говорили на отдельных языках в древности. Это указывает на то, что в этом регионе, скорее всего, существовало множество языков, точное количество которых неизвестно. Вероятно, в этом районе люди говорили на проязыке нагско-дагестанской языковой семьи, но конкретное местоположение и условия использования этого языка остаются неизвестными. Можно ли считать кура-аракскую культуру основой или источником для современных нагско-дагестанских языков, включая ингушский? Является ли чохская культура предком этих языков? Однако это неправильный вопрос или не совсем правильный вопрос. Вопрос, тем не менее, актуален. Важно отметить, что Чох находится в высокогорье, где сейчас используется аварский язык. В горах языки развиваются с равнины в горы чаще, чем с гор на равнину. Горцы учатся говорить на языке народов равнины, так как именно там располагаются рынки и возможности зимнего трудоустройства, и со временем они постепенно переходят на повседневное использование данного языка. Однако Чох уже является высокогорным, и в нем сейчас говорят на диалекте аварского, что связано с его недавним распространением. Поэтому с лингвистической точки зрения мы не можем утверждать, что Чох является предком современных языков. На данной карте представлены языки Кавказа, включая картвельский, являющийся предшественником современного грузинского, западнокавказские языки, такие как адыгейский и кабардинский, и языки нагско-дагестанской группы в разнообразии различных культур. Здесь представлены чеченские и ингушские языки, а также бацбийский, который находится с ними в отдаленном родстве, и более дальние языки, такие как лезгинский, аварский, даргинский и другие. Таким образом, необходимо выяснить, как все эти языки восходят к общему проязыку с учетом современных нагских языков. Вот что мы можем сказать о происхождении некоторых ветвей этого языкового древа. Нагские языки, по-видимому, изначально использовались на южном склоне Кавказа и оттуда распространились в горные районы.
Аварские и родственные ему языки возникли в местности, расположенной в низовьях реки Сулак, и распространились в горные регионы. Лезгинская ветвь также распространилась вверх вдоль реки Самур и в конечном итоге заняла обширную территорию Восточного Кавказа. И снова здесь мы видим Чох, находящийся значительно выше всех этих начальных точек. Однако, если мы посмотрим на эту карту, мы увидим Нахскую и другие ветви, то есть 3 ветви данной языковой семьи. Их исходные точки находятся на значительном расстоянии друг от друга. Так каким образом эти 3 удаленные друг от друга ветви произошли от одного общего для этой семьи языка? Это является большой загадкой и предметом дискуссий среди лингвистов и археологов. Посмотрим снова на карту, мы видим, что данный горный хребет препятствует сообщению между важными культурами степи и Европы на севере и Древним Ближним Востоком, где возникло множество открытий и нововведений на юге. Каким образом знания, люди, одомашненные животные и растения могли переместиться через горные хребты? Ответ прост: этого не происходило. Было нецелесообразным преодолевать горы в центральном проходе Центрального Кавказа. Например, караван не смог бы перемещаться вдоль западного побережья Черного моря, поскольку там нет прибрежной равнины, а только горные массивы, простирающиеся вплоть до самого моря. В то же время на востоке здесь есть узкий прибрежный коридор, представленный этим зеленым участком. Именно он и являлся путем сообщения, что было подтверждено археологами. Сообщение между Древним Ближним Востоком и степями Европы каким-то образом осуществлялось здесь. Однако гораздо важнее, что здесь, в районе Дербента, этот маршрут становится затрудненным. Прибрежная равнина сужается, а путь блокирует высокие скалистые утесы, что делает его хоть и возможным, но труднопроходимым. Моя мысль заключается в том, что этот узкий прибрежный коридор сыграл ключевую роль в формировании и развитии нахско-дагестанских языков и их культуры. Вот как я представляю себе родину нахско-дагестанской языковой семьи. Не как отдельную точку, а как протяженную линию, вдоль которой были расселены люди, контролировавшие эту территорию. Их местоположение способствовало распространению их языка, и они контролировали этот важный путь сообщения. Таким образом, можно считать, что ваши лингвистические и культурные предки контролировали стратегический пункт для взимания пошлин, поддержания правопорядка и регулирования торговли, осуществляя сбор налогов с каждого каравана, всадника и пешего путника, перемещавшегося по этому пути с севера на юг. И следует еще раз подчеркнуть, что это были большие потоки людей, поскольку это был важный путь сообщения в экономическом отношении. Ваши предки были ключевыми управленцами и посредниками в организации и поддержании торговых связей между севером и югом. Я собираюсь использовать одну особенность грамматической структуры. Одну небольшую особенность грамматической структуры ингушского языка, чтобы подтвердить этот анализ. Это то, что я называю аутогендером. Мы все знаем, что такое категория рода в таком языке, как ингушский. Это согласование глаголов и некоторых прилагательных с каждым существительным. Например, это was, were, yes, ye, jolly, the, whatever, would, be, and so forth. Ye, the, be, were. Данные слова согласуются по роду с существительным. Существительные не обладают явными признаками, которые указывают на его род, поэтому род просто нужно выучить. И я вас уверяю, это нелегко, но это возможно. Маленькие дети справляются с этим легко, а взрослым это дается с трудом, но все же его возможно выучить. Вот список слов на ингушском и некоторых родственных ему языках, которые принадлежат к роду «Б». Я подчеркнула букву «Б», с которой начинаются многие из этих слов, что любопытно. Это такие слова, как Mouth, be, boot, be, arg, be, hak, be, nit, be, muz, be, ka, be. которая начинается с буквы «Б» в ингушском, такой же буквой, как и их показатель рода. Хотя в общем, вы не можете определить род существительного потому, как оно звучит. Если они начинаются не с «Б», то они начинаются с «М», который является более близким носовым звуком. И там, где «М» в ингушском, имеется «Б» в аварском, здесь и наоборот, здесь. Таким образом, это не является обычным соответствием звуков, здесь происходило что-то интересное.
Здесь также есть слова, которые относятся к роду «б», но не начинаются ни с буквы «б», ни с буквы «м». Вот слово на лезгинском «рак», которое не имеет «б» или «м», и слово на хиналукском «инг» и так далее. И, наконец, вот слово для барана, которое не содержит букву «б» или «м» ни в одном из этих языков, но тем не менее принадлежит к тому же классу роду «б». Это любопытная вещь. Если вы подумаете о таких языках, как немецкий, французский, русский, они не начинаются с согласного, который обозначает их род. И в общем, вы не можете определить род по звучанию слова. Таким образом, рассматриваемое явление касается основных существительных, причем только небольшой их части, особенно относящихся к гендерной категории «б», где род определяется первой согласной буквой. Обратите внимание, что иногда в начале слова имеется сочетание из двух согласных, что в целом представляет собой относительно необычное явление для данной языковой семьи. Например, на бацбийском языке блоха будет псик с буквой «п» в начале слова. Однако родственное слово в ингушском и чеченском языках не имеет буквы «п». И на ингушском блоха будет сагал. Слово для шерсти тха начинается с буквы «т», но исторически произошло от формы, где оно начиналось с буквы «д». Однако то же самое слово в других нахско-дагестанских языках не всегда начинается с буквы «д», хотя это его род. Так что это интересное явление. Я проанализировала 50 существительных во всех нахско-дагестанских языках, чтобы узнать, какие из этих существительных имеют автогендер, а какие нет. И вот результаты: 70% или подавляющее большинство имеют автогендер в нахских языках, с уменьшением в некоторых других языках, и, наконец, в даргинском и хиналукском языках этих слов очень мало, менее 50%. Эти языки простираются с запада на восток по обе стороны Кавказа. Нахский изначально на юге, а вараандийский на севере, но оба на западе и так далее. Это интересное географическое распределение, но, повторюсь, проценты этих 50 слов, которые я исследовала, значительно варьируют. Вот график, показывающий те же результаты. Синие точки представляют собой языки с количеством существительных с автогендером, и вы можете видеть, что они идут вот западное, а вот восточное, и частота слов с автогендером уменьшается с запада на восток. Что еще мы можем сказать об автогендере? Он восходит к проязыку, но слово за словом он разделяется на ветви, и распределение с запада на восток отражает современную географию. Итак, отображены три стадии: родоначальный язык, основные ветви и их более поздние ответвления, а также современная география. Этот слайд я пропущу, это график, который говорит то же самое о структуре языковой семьи. Все это вписывается в более широкую историю языковой семьи, применительно к связи с землей и контролю над территорией. Проязык распространился именно потому, что его носители контролировали тот узкий проход на восточно-западном пути между степью и древним Ближним Востоком. Носители этого языка использовали землю в своих экономических интересах, они управляли торговыми путями. У них также были ежегодные миграции вверх и вниз, как это происходит и в традиционной экономике до сих пор, и языки распространялись с равнины к возвышенности на протяжении последних нескольких тысяч лет. Нахская ветвь отделилась на раннем этапе и распространилась отдельно на юге. Распространение языков происходило не только вследствие переселения людей, но главным образом из-за того, что жители горных районов находили полезным для себя изучение и использование языка равнины. Археологические исследования показывают, что некоторые поселения в горах, такие как, например, авароязычный город Чох в высокогорьях Дагестана, очень древние. Возраст Чоха оценивается в 9000 лет. Но аварский язык появился там недавно. Возможно, только после аварского завоевания Восточного Кавказа. Итак, что мы можем сказать о современной ингушской идентичности? Современные ингуши могут идентифицировать себя с этой местностью и землей, а также с предками, которые экономически эффективно использовали эту землю. Они принимали решение о том, на каком языке говорить. Это ингушский язык или древний ингушский, на котором говорили в этой местности на протяжении длительного времени предки ингушей.
Однако их генетические и археологические связи с этой землей существовали по крайней мере столько же, сколько и язык, а возможно и раньше. Таким образом, эта древняя идентичность довольно хорошо установлена. Однако нам все еще следует провести много археологических и лингвистических исследований. Спасибо за внимание. Данные лингвистов также подтверждаются и данными антропологии о аварском завоевании Восточного Кавказа. Судя по антропологическим данным, оба народа, чеченцы и аварцы, ближе к южно-русским народностям и к тюркам, чем к закавказским. Обыкновенно полагают, что дзурдзуки грузинской летописи и есть чеченцы, но это все бездоказательно. Приходится сказать, положа руку на сердце, что и чеченцы, и аварцы не автохтоны Кавказа, а пришли туда с севера, но откуда и как могут сказать лишь более точные и продолжительные исследования. Оба народа, во всяком случае, хоть относительно родственны. Приват-доцент истории Востока и этнографии в Киевском университете А.Грен. Город Киев, 21 июля 1896 года. Антропологи также подтверждают, что ингуши — это автохтоны Кавказа и являются не просто древним, а очень древним народом Кавказа. Виктор Дингелстедт. Шотландский географический журнал 1901 года «Антропологические исследования в Альпах и Кавказе». Ингуши считаются очень древними жителями Кавказа. Но их происхождение теряется в неясных и даже противоречивых традициях. Долгое время предполагалось, что они идентичны чеченцам, ошибка, которая недавно была опровергнута антропологическими исследованиями. И они показали, что они представляют собой отдельную этническую группу людей. Во всех отношениях. Ингуши представляют собой антропологически отдельную группу людей, населяющих Кавказ, которая отличается от всех своих соседей, осетин, чеченцев, лезгин, кумыков, черкесов и кабардинцев, армян, грузин, евреев и других. We would like to extend our special thanks to all the people who participated in this project. Dr. Lilia Terieva, Dr. Dina Tsurov, Kava Tumgiva, PhD student, Magomed Bokov, PhD student, Bashir Gadagazov, Lors Kushtov, Amir Kushtov.